По-государственному официально, по-русски масштабно. В этом зале буквально свет управленческой нации. Те, кто не побоялся и рискнул, заявился и пришел, ответил и победил. За каждым из них десятки, сотни и тысячи граждан в родных коллективах. Поэтому руководитель Архангельской области, например, тут же задает тренд. Несмотря на то, что это всего лишь полуфинал, смело зазывает каждого проявить себя на своей территории. А для 4 представителей своего региона обещает даже подыскать теплое местечко. У России, у Северо-Запада есть очень серьезный вызов Арктика. Об этом говорит и наш лидер, президент России Владимир Владимирович Путин. И, конечно, Арктика – это великая территория возможностей, где тоже нужно будет проявлять самые лучшие человеческие качества. Представитель Архангельской области, который здесь находится, уже заместитель губернатора. Я так конкурирую с товарищами, поэтому окно возможностей тоже достаточно широкое. Не менее открыто презентует место для подвигов новгородский губернатор Андрей Никитин. Когда-то и он подобным конкурсным самопродвижением начал свой карьерный путь наверх. А его коллега Георгий Полтавченко отметил долю питерских в этом зале. Из 299 участников Северо-Западного округа 206 чувствуют себя не как дома, а дома. Вопросами кадровой политики, в частности молодежной кадровой политики, Санкт-Петербург один из первых начал заниматься еще 5 лет назад. Мы создали так называемый молодежный кадровый резерв. За эти 5 лет через него прошло более 8 тысяч человек. В результате более 400 человек сегодня работают. Михаил Колигов целых полгода находился в должности первого заместителя министра природных ресурсов Коми. Но когда год назад ведомство ликвидировали, вернулся в бизнес. Сейчас фирма кандидата экономических наук завоевала особо узкую нишу – разработку природоохранной документации для промышленных предприятий региона. Я работал в госучреждении, в бюджетном учреждении. Возникла у кого-то идея в учреждении, что давайте займемся вот этим. Но никто заниматься не хотел и попросили разобраться меня. Я разбирался и потом подумал, что, наверное, это интереснее будет делать в рамках своего предприятия. На тот момент конкуренты были, и сейчас конкуренты есть. То есть это абсолютно конкурентная ниша. Я не скрою, хочу победить в этом конкурсе, получить, естественно, образовательный грант, как вы правильно сказали, там, 1 000 000 рублей, потратить на собственное образование и, естественно, вернуться в родную республику Коми и тратить те свои знания, тот опыт, который я здесь получаю от других участников именно в нашем регионе. Потому что считаю, что наша республика Коми имеет огромный потенциал, который, к сожалению, не используется. Говоря о голоде управленческих кадров, Сергей Лобанов убежден, нашей республике есть что перенимать у соседей. Четкая ротация руководителей подразделений правительства Петербурга, исключительные составы резервистов и жесткий конкурсный отбор в кадровую копилку органов власти Калининградской области. Конкурс «Лидеры России» – еще одна квота для молодых и талантливых. Для нас важно, конечно, просто иметь доступ вот к этой базе людей активных, уже прошедших через горнило каких-то испытаний. И в любом случае я уверен, что те люди, которые приняли участие и до какого-то определенного момента дошли, или даже, может быть, попадут в финал, это люди, у которых, конечно, есть какое-то будущее управленческое, кадровое, поэтому мы, надеюсь, будем пользоваться вот этим вот резервом. Приглашает в коридоры госкорпорации и глава Почты России. Впрочем, сразу делает важную оговорку. Цели должны быть чистыми. Тяжелая и рутинная работа, как награда, не всеми одинаково воспринимается. Я бы, вот, честно говоря, я, может быть, не рекомендовал бы вам меня, да, не потому что... Кажется, нет, я не то, что... Я не откажусь, да, но просто... как бы... Даже вот с точки зрения обогащения какой-то своей деятельности и своей карьеры, может быть, имеет смысл попробовать узнать, как другой наставник на все на эти вопросы смотрит. А со мной у вас экстра опция, да? Я могу быть наставником, не будучи там официальным. Сыктывкарка Любовь Буслаева в своем стаже имеет управленческие должности на Сыктывкарском хлебокомбинате и в Росгосстрахе. Здесь с новыми знакомыми из других регионов она обсуждает, как построить мост максимальной длины из бумаги и скрепок без применения клейкой ленты. Это одно из заданий психологического теста. Так в игровой форме выявляется то, что называется командным духом и умением принимать нестандартные решения. Конкурс достаточно сложный. Тестовые задания, отборочные задания, они содержали в себе вопросы по литературе, по географии, истории. Многие сомневаются в
честности этого конкурса. Я вас заверяю в том, что было все абсолютно честно. Например, мои результаты показались организаторам атипичными. То есть были набраны очень высокие баллы, и меня допустили до участия в полуфинал только после того, как я здесь, в Санкт-Петербурге, прошла тестирование повторно в присутствии контролеров. Теперь есть конкретные точки развития, да, на что надо обратить внимание в будущем, что развивать, что уже на достаточном уровне знаний. Есть точки, куда стремиться, что подтягивать. То есть в этом смысле конкурс действительно людей наставляет и двигает, да? Да. Работу каждого участника на очном этапе федеральные эксперты оценят по самым разным критериям. Но в финал выйдут лишь 300 победителей полуфинала в каждом округе. Это будет в феврале 2018-го. Каждый из них получит образовательный грант в размере 1 000 000 рублей. А 100 финалистов в течение года смогут еще и общаться с наставниками проекта, с главами федеральных министерств и ведомств, губернаторами, руководителями государственных и частных компаний. Но учитывая, какими были последние испытания, каждый полуфиналист уже уникален и практически в любой момент может возглавить любое предприятие или учреждение. Роман Истомин, телеканал «Юрган», Санкт-Петербург.